Бисмиллах, салату вассаляму аля расулиллах, ва аля алихи ва асхабихи ва ман валя. Пусть Аллах примет наше поклонение, простит нам наши грехи и умертвит, будучи мусульманами, со словами «Ля иляха илляллах, Мухаммад Расулуллах». Наш любимый пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: тот, кто пришел в дом Аллаха для того, чтобы получить знания, тому Аллах даст награду, как будто он совершил полноценный хадж. Дай Аллах увидеть эту награду на наших лицах, и дай Аллах те знания, которые мы стремимся получить, мы получили пользу, как в этом мире, и чтобы эти знания свидетельствовали за нас в судный день. Альхамдулилля, по милости Аллаха, мы продолжаем цикл лекций тафсира 30-го джуза, и сегодня, иншаллах, мы с вами поговорим о суре А'ля. А'ля, которая переводится как Всевышний или же Высочайший. То есть Аль-А'ля — это одно из имен Аллаха Субханаху ва Та'аля. И приводится в сборнике имама Муслима от Ну'мана ибн Башира, то, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, в пятницу и праздничные молитвы он читал две суры. То есть это сура Аль-А'ля и Аль-Гашия. То есть вот эти две суры он читал в пятницу и во время праздничных молитв. Почему? Потому что, во-первых, Аллах Субханаху ва Та'аля в начале первых аятах здесь указывается на могущество Аллаха. И, конечно, в суре Аша, как мы с вами уже говорили, здесь также Аллах Субханаху ва Та'аля показывает, что, как будет, чему человек должен готовиться. И также посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, эту суру Аль-А'ля, он читал в витре. То есть, если молитва витр, намаз витр, читается 3 ракаата, то в первом ракаате он читал суру Аль-А'ля, во втором он читал суру Кафирун, и в третьем ракаате он читал суру Ихлас. Вот так вот пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, использовал эту суру. И, можно сказать, каждый день он ее читал. Почему? Потому что здесь именно мы возвеличиваем, прославляем и видим могущество Аллаха. И Аллах Субханаху ва Та'аля, начиная эту суру, говорит: «А'удhu биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим, саббих исма раббикаль а'ля». Славь имя Господа твоего Всевышнего. То есть Аллах Субханаху ва Та'аля приказывает восхвалять, то есть прославлять имя Аллаха Субханаху ва Та'аля. То есть для чего мы это делаем? Для того, чтобы понять и увидеть могущество Аллаха. А как мы можем восхвалять Его, прославлять Его имя? Конечно же, через поклонение. И, конечно, мы можем Его восхвалять через поминание. И мы знаем, когда человек вспоминает Аллаха, когда он поклоняется, его злейший враг Иблис, он убегает от него. Из-за этого Аллах Субханаху ва Та'аля приказывает славить, прославлять именно Аллаха Субханаху ва Та'аля. И также мы знаем, как пришло в хадисе, человек, который узнает, выучит имена Аллаха, то он попадет в рай. Но здесь имеется в виду не то, что человек выучил, например, Аллах Субханаху ва Та'аля ар-Раззак, то есть всем дающий питание. Нет, не в этом смысле, а мы должны не только понимать значение, но и использовать в жизни. То есть, когда мы обращаемся к Аллаху, просим дуа, когда мы Его вспоминаем, вот тем самым мы больше начинаем Его любить.
Почему? Потому что чем больше человек познает своего Господа, тем больше он его начинает любить. Так же и люди. Когда человек помогает друг другу, сближается, общается, да, когда они начинают дружить, они тем самым начинают любить. Но, к сожалению, мы можем часами говорить про своих детей, про свою работу, про машины, про любимые хобби. Но, к сожалению, минуту, 2, 5 минут мы можем говорить про нашего Господа. И все. А что еще мы знаем? К сожалению, очень мало. И почему мы его не знаем? Потому что слова Аллаха мы ее не читаем. И если даже читаем, не задумываемся, не вникаем в смысл, а просто прочитали и все. Но мы должны понять, не главное же, что наш язык шевелится. Не главное то, что наш язык читает, а главное то, что эти слова проходят в наше сердце. Из этого посмотрите, когда мы делаем дуа, иногда бывает то, что наша дуа только говорится языком. Как мы читаем стихи, все это делается на автомате. Но это не искренне. А вспомните, когда ты делал дуа от всего сердца. Не то, что язык шевелится, а именно сердцем ты просишь. Из-за этого мы тоже должны познать своего Господа именно сердцем. Именно полюбить Его. Если у нас спросят и зададут вопрос, любишь ли ты Аллаха? Все скажут, да. Но как ты Его любишь? Только языком, только словами? Или от всего сердца? Вот в чем разница. Из-за этого Аллах Субханаху ва Тааля приказывает Его восхвалять, восславлять. Его именами, атрибутами. И, конечно же, изучать их. Дальше Аллах Субханаху ва Тааля говорит, «Аллави халяка фасауа», который сотворил все сущее и всему придал соразмерность. Второе, как мы можем познать нашего Господа и полюбить Его, это через Его создание. Почему? Потому что когда мы смотрим на людей, или же заходим в лес и видим красоту, столько цветов, слышим столько звуков, или даже когда идет снег, поймаем 2 снежинки, и они разные. И вот через эти создания мы осознаем могущество и величие нашего Господа. Мы познаем, какой Он. И узнав это, и поняв то, что Альхамдулилля, я поклоняюсь самому достойному Божеству, тем самым мы начинаем еще больше любить Его. Потому что Аллах Субханаху ва Тааля нас наставил, дал это богатство. А кого-то Он от этого отдалил. И получается, Он по отношению к нам проявил свою милость. И вот это мы, поняв, должны благодарить Его. Как Аллах в Коране говорит, «Лаин шакартум ла азиданнакум». Если мы будем благодарить Аллаха за то, что Он дал нам веру, богобоязненность, то Он увеличит ее. То есть мы еще больше будем бояться Его и любить.
И дальше Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Валлази каддара фахада». То есть Аллах Субханаху ва Тааля предопределил судьбу каждому созданию и указал путь. То есть, как пришло в хадисе, в Сахихе Муслиме от Абдулла ибн Амра, то, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: Аллах предопределил судьбы всех созданий за 50 тысяч лет до сотворения небес и земли. То есть наша судьба, она предопределена. И кто-то может сказать: ну все, если все предопределено, то зачем мне что-то делать? Но нет, мы должны понять то, что тебе Аллах предопределил, мы это и должны делать. Мы выбираем то, что Аллах Субханаху ва Тааля нам предопределил. И кто-то может сказать: ну вот, Аллах мне предопределил выпить спиртное. Но ты же можешь выбрать другое. То есть стремись к предопределению Аллаха, которое лучшее. Думай об Аллахе лучшим. И не надо думать то, что Аллах Субханаху ва Тааля тебя унизил. Нет. То, что Он тебя сделал бедным. Нет. То, что Аллах Субханаху ва Тааля дал тебе какую-то болезнь. Не надо думать об Аллахе так плохо. Для чего это Он сделал? Для того, чтобы тебя укрепить. Чтобы ты через это понял, осознал могущество Аллаха. Еще больше приблизился к Нему и стремился к Его довольству. Дальше Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Валлази ахраджаль марга», который возрастил пастбище. То есть Аллах Субханаху ва Тааля, Он из какого-то зерна, которое было когда-то мертвым, делает живое. Пусть это будут какие-либо растения, или же деревья, или даже семя. То есть, когда Аллах Субханаху ва Тааля дает этому семечку, зерну жизнь, тем самым мы познаем, мы видим то, что у этого создания есть Господь, который его взрастил. И то же самое мы видим в нас. Аллах Субханаху ва Тааля нас не просто в этот мир создал и оставил. Нет. Он каждый день, каждую минуту и секунду дает нам свои блага, не оставляет нас. Но, к сожалению, многие люди из-за своей беспечности не осознают, не понимают этого. И отдаляется от довольства Аллаха. И думает, то, что богатство, которое у него есть, или же положение, которое он заработал, это Аллах дал ему подарок. Но не всегда. Иногда бывает такое, то, что это испытание. Аллах Субханаху ва Тааля хочет посмотреть, испытать, проверить нас. Как мы будем это использовать, эту возможность? Почему? Потому что когда каждый из нас вернется к Аллаху и будем отвечать, то Аллах Субханаху ва Тааля спросит: я тебе дал, как ты воспользовался этим? Из-за этого не надо забывать. За каждую вещь, за каждое дело, за каждое слово мы будем отвечать. И к этому мы должны готовиться уже сейчас.
чтобы потом не было поздно. Дальше Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Фаджа'аляху уфа'ан ахва», а потом превратил их в темный сор. То есть, когда эти растения только растут, они сильные, дают плоды, но через какое-то время они становятся слабыми, слабеют и потом высыхают и уже умирают. И когда Аллах Субханаху ва Тааля привел этот пример, это для нас тоже назидание. Потому что, когда мы, люди, были маленькими, мы были слабые. Но когда Аллах взрастил нас, мы стали сильными. И вот этот момент, как мы его использовали, как провели вот это время, когда у нас было силы, могущество, власть, имущество. Почему? Потом человек тоже высыхает, слабеет и в конце концов умирает. Многие на сегодняшний день забывают об этом и забывают то, что его ждет встреча с его Господом. И он к этому не готовится. Он все стремится, желает этот мир, эти блага. Я не говорю то, что не надо стремиться, не надо строить планы. Нет, надо. Но просто не забывай то, что тебя ждет. Встреча с твоим Господом. Не переходи границы, не переступай их. И не забывай выполнять приказы, которые Он нам приказал. Потому что если ты забудешь Его и будешь высокомерным, то тогда тебя ждет страшное наказание. Дальше Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Санукриука фаля танса». И здесь Аллах Субханаху ва Тааля уже обращается к нашему любимому пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи вассалям и говорит: мы позволим тебе прочесть Коран, то есть слова Аллаха, самые великие слова. И это для пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям была радость, то, что он сможет читать их, возвеличить своего Господа, фаля танса, и не забудет никогда. А мы, да, по милости Аллаха мы тоже научились читать. Бывает такое, иногда мы берем книгу, читаем, но потом забываем об этом, ставим книжку на полку, и, может быть, она может лежать неделю, месяц, а может быть даже год. Почему? Потому что многие мусульмане берут эту книгу когда? От Рамадана к Рамадану. Придет месяц Рамазан, и люди стараются каждый день по 20 страниц читать, и за целый месяц прочитать полностью книгу. А потом забывают еще на год. Из этого из этого аята должны понять то, что самое главное, Аллах, проявив по отношению к нам свою милость, дал возможность научиться читать.
Открыв книгу, мы можем прочитать, понять, восхвалять Аллаха. И надо просить, чтобы мы прочувствовали сладость чтения этих слов. Чтобы эти слова проникли к нам именно в сердце. Чтобы, читая эти слова, наша душа радовалась. И после того, как мы закроем ее, то есть эту книгу, наша душа стремилась еще и еще читать, прославлять Аллаха. И Аллах Субханаху ва Тааля сказал своему любимцу, то, что ты не забудешь и постоянно будешь читать. А кто на сегодняшний день может похвастаться и сказать то, что я каждый день читаю? Но я не говорю то, что надо хвастаться перед людьми, а надо именно перед собой. То, что альхамдулилля, я каждый день беру и читаю, и это милость Аллаха. Из этого просите у Аллаха. Если мы еще не читаем, не берем в руки каждый день, и просите, чтобы Аллах Субханаху ва Тааля заменил наши телефоны на Его слова. То есть именно не в прямом значении, а то есть сколько времени мы проводим с этими устройствами и сколько времени мы отдаем словам Аллаха. Дальше Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Илля ма ша Аллах». То есть ты не забудешь, то есть тебе не надо будет их повторять, ты их выучишь и всегда будешь помнить, кроме как те слова, которые Аллах Субханаху ва Тааля пожелает, чтобы ты их забыл. Вспомним, когда пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям вышел к сахабам и хотел сообщить о ночи предопределения. Но потом из-за ссоры некоторых людей Аллах Субханаху ва Тааля сделал так, чтобы пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям забыл об этом. То есть, видите, в каждой вещи есть мудрость. Так бы люди просто ждали бы одну ночь, не спали бы, а потом все ночи напролет спали бы. А так нет. Мы стремимся, ищем, стараемся найти эту ночь, которая нам неизвестна. Из-за этого Аллах Субханаху ва Тааля говорит, кроме того, чего пожелает Аллах, чтобы ты забыл. «Иннаху я'ламуль джахра ва ма яхфа». То есть Он, Аллах, знает то, что явное, и то, что скрыто. Об этом мы всегда должны помнить. То, что Аллах Субханаху ва Тааля, Он все видящий, все слышащий и все знающий. Иногда бывает такое, то, что среди людей мы какие-то дела или же какие-то слова стесняемся сказать. Не делаем этого. А когда человек остается один, тогда он это делает. И наивысшим проявлением веры, богобоязненности считается, когда ты всегда помнишь и знаешь то, что Аллах Субханаху ва Тааля тебя видит. И даже когда мы читаем намаз или совершаем какое-либо
поклонение, вспомни, знай то, что Аллах Субханаху ва Тааля тебя видит. И тебе достаточно этого, потому что Аллах Субханаху ва Тааля воздаст тебе. Кто-то может сделать какую-либо работу, когда его никто не видит, и так пойдет. А когда его кто-то видит, он старается, проявляет усердие. Но нет. Аллах Субханаху ва Тааля видит то, что мы делаем явно, и также Аллах Субханаху ва Тааля видит то, что происходит в наших сердцах. Наше стремление, наше желание, наше намерение, Он все это знает. Из-за этого мы всегда должны просить: «О Аллах, укрепи нас на этой религии». Почему? Потому что если Аллах Субханаху ва Тааля не проявит по отношению к нам свою милость, то сколько людей были с нами в одном ряду, постились, читали Коран, но сейчас их уже нету. Аллах Субханаху ва Тааля заменяет, если ты недостоин этого, еще лучшим. Из-за этого мы должны стремиться быть лучшими в нашем поклонении. Дальше Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Вануяссирука лиль-юсра». И человек, к чему он стремится, что он желает, Аллах Субханаху ва Тааля ему облегчает к легчайшему. То есть это еще одна весть пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи вассалям, то, что религия, с которой он пришел, шариат, законы, Аллах Субханаху ва Тааля сделал легким. Да, кто-то может сказать, что не, ислам тяжелая религия, там у вас все запрещено. Но если посмотреть, а зачем это запрещено? А потому что это вредит тебе. А это тоже. Но если и много дозволенных вещей, из-за этого Аллах Субханаху ва Тааля сделал нашу религию легкой. И даже пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям, когда у него стоял выбор между двумя делами, он всегда выбирал легкое и призывал к этому других. Яссиру валя туассиру. То есть облегчайте и не осложняйте. А мы что делаем? Иногда бывает такое, то что мы своих детей, родственников говорим: читай намаз, постись. Но не объясняем, а зачем это надо? Он не понимает этого. То есть мы с чего начинаем? С тяжелого. И сами тоже так делаем. Иногда бывает то, что человек, может быть, он ночную молитву, тахаджуд, стоит там по 10 ракаатов. Там по часу, по 1,5 часа, и потом целый день мучается. Но мы наоборот должны делать. Начни ты с 2 ракаатов, 5 минут. Облегчай. Потому что Аллах Субханаху ва Тааля нашу религию сделал легкой. И то же самое с чтением, с заучиванием. Когда мы читаем Коран, когда мы его заучиваем, Аллах Субханаху ва Тааля, Он сначала в конце Корана, сделал маленькие суры. Для чего? Чтобы их могли легко читать, заучивать и, конечно же, понимать.
Из-за этого Аллах Субханаху ва Тааля, Он по отношению к нам проявляет свою милость. Аллах Субханаху ва Тааля дал нам, указал нам, как мы можем достичь любви по отношению к Нему. И как мы стремимся в этом мире достичь какой-то цели, мирского блага, также мы должны стараться проявлять терпение и усердие в довольстве Аллаха. Дай Аллах, чтобы Он укрепил нас на этом пути, дал нам сладость поклонения, чтобы эти поклонения, эти слова, которые мы читаем, чтобы они пронзили наше сердце, смягчили его. И, конечно же, чтобы они очистили. Дай Аллах, чтобы Он дал нам сладу очей в наших женах и в наших детях. Чтобы Аллах облегчил нам путь поклонения. И, конечно же, пусть Аллах простит нам наши грехи и умертвит, будучи мусульманами, со словами «Ла иляха илля-Аллах, Мухаммад Расулуллах». Субханаллах бихамдик, шаду ан ла иляха илля ант, астагфирука ва атубу илейх. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху